В республике установилась холодная погода. На многих водоемах образовался тонкий слой льда, но выход на него опасен, так как осенний лед не прочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. Но тех, кто ждет не дождется зимней рыбалки, это не останавливает. Как результат, человек проваливается под лед. Провалившись под лед, первым делом не надо поддаваться панике. Надо оценить обстановку и попытаться в первую очередь любым способом выйти из этой западни. Навалиться на тонкий лед всем телом, чтобы у вас точка опоры было побольше. И переворачивая всем телом, сначала запрокинуть одну ногу, а потом попытаться или запрокинуть вторую ногу. И поворотными движениями, кувыркаясь по льду, выйти на безопасный лед и дальше ползти уже к берегу. Сразу же после прибытия на берег сразу попытаться снять всю мокрую одежду, так как вы можете получить переохлаждение, переодеться в сухую одежду и прогреваться. Увидели, что человек кричит на помощь. В первую очередь надо посмотреть по сторонам, например, увидели там ветку, сразу подбежали, ветку взяли и ползти к пострадавшим, который упал под лед. И попытаться этой ветки вытащить. Это получается подать ему край ветки, чтобы он зацепился, и потихонечку тянуть его. И после того, как он выйдет уже на лед, всем телом двигаться к берегу. Спасатели предупреждают, что основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузки. Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см. Для совершения пешей переправы 15 см и более, для проезда автомобилей не менее 30 см. Сейчас лед на реке Туаля составляет 3,5 см, но это не останавливает любителей экстрима в попытке заехать на лед. Такие горе-лихачи явно не думают о последствиях. Уважаемые любители рыбалки, убедительная просьба соблюдать правила нахождения на тонком льду, брать с собой спасательные жилеты и постоянно проверять толщину льда. В погоне за наживой нельзя рисковать своей жизнью. С начала морозных дней группы зонально-поискового спасательного отряда совместно с полицией будут проводить мониторинг водных объектов города для выявления нарушений правил и безопасного поведения на льду. Ну а рыбакам остается лишь дождаться по-настоящему морозных дней, не опасаясь наслаждаться любимым хобби. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.